Главные события уходящего вторника, 2 декабря, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Корпорация развития Якутии получила новую стратегию до 2032 года. Расскажем подробности. В Якутске стартовали Дни Миконского района, приуроченные к 105-летию образования Улуса. В столице стартовал первый съезд библиотекарей Якутии. Мероприятие собрало специалистов библиотечной отрасли, науки и издательского дела. В Алдане заработала швейная лаборатория. Теперь люди элегантного возраста, как их с любовью называют горожане, смогут проявить свои дизайнерские швейные способности. Более 200 детей-участников специальной военной операции в преддверии Нового года в Ленске получат подарки от благотворителей. В районе стартовала ежегодная елка добра. На заседании Совета директоров под председательством главы Якутии Айсена Николаева утвердили стратегию корпорации развития Якутии до 1932 года с целевым видением до 50-го. Она предусматривает 3 этапа реализации: становление до 27 года, масштабирование до 30-го и выход на устойчивую доходность в 31-32 годах. Для достижения поставленных целей корпорация будет использовать широкий набор инструментов от долевого участия опционных схем до специализированных инвестиционных фондов, договоров инвестиционного товарищества и механизмов сопровождения крупных проектов. Тем временем в парламенте прошел правительственный час на тему исполнения концессионных соглашений и договоров государственно-частного партнерства. Участники заседания обсудили реализацию 58 инвестпроектов, которые реализуются в этом году с применением механизма ГЧП. Помимо этого, соглашения о государственно-частном партнерстве и концессионные соглашения охватывают всего 39 социальных объектов. Особое внимание уделили строительству моста через Лену. Сегодня сказали о том, что больших проблем и больших таких недоработок в строительстве Ленского моста нет. Все идет в плане. Единственное, есть о том, что здесь использование материалов, которые, возможно, задержка произойдет на полгода, не больше того. Но мост строится в зимний период времени, поэтому здесь я не думаю о том, что большие переживания будут по конституционному соглашению. Со своей стороны Республика Саха-Якутия полностью свою часть она выполнила, точно так же, как выполнил со своей стороны застройщик. В Якутске стартовали Дни Миконского района, приуроченные к 105-летию образования Улуса. В рамках него состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития. В нем принял участие зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников. Основным пунктом повестки стали итоги аварийно-восстановительных работ после паводка. Отмечено, что оперативные действия служб позволили в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию и восстановить ключевые объекты инфраструктуры. Программа дней продолжается. В Центре культуры имени Гагарина откроются деловые площадки, состоится юбилейный гала-концерт. Жители Микона в эту зимовку зашли успешно благодаря нашему Илдархану, нашему правительству и всем жителям нашей республики. В связи с случаем всех большая благодарность от жителей Миконского района. Осуществлена перевозка сена, строится 2 4-квартирных дома и по возмещению затрат по перевозке и материальная помощь жителям оказана. Филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает комплексно поддерживать демобилизованных военнослужащих и семьи погибших. На учете 262 инвалида, для которых выявляют нужды и предоставляют дополнительные средства технической реабилитации, включая спортивные протезы и коляски. 14 человек уже получили протезы, электрические коляски и умные трости. Инвалидам с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата предоставляют адаптивную одежду. В целях адаптации жилых помещений нами оказывается содействие 27 ветеранам боевых действий, получивших инвалидность. Одобрены заявки на адаптацию 17 инвалидам, 14 ветеранов боевых действий завершили адаптацию жилого помещения, еще 3 инвалидам в процессе доставки оборудования и монтажа. В рамках своих полномочий работаем Центром протезирования «Ортомед Плюс». Производится доплата к электронному сертификату, выданному Социальным фондом России, если стоимость протеза по сертификату ниже фактической стоимости протеза.
Человек перестает мыслить, когда перестает читать. Слова видного французского философа Дени Дидро и по сей день не потеряли своей актуальности. В республике стартовал первый съезд библиотекарей. Мероприятие собрало специалистов библиотечной отрасли, науки и издательского дела. Что запланировано в программе съезда и какие вопросы стали в повестке дня основными, знает Надежда Саханская. Съезд приурочен к столетию Национальной библиотеки республики. Его девиз «Сохраняя язык, создаем будущее» задает главный вектор обсуждений – роль библиотек в сохранении языкового и культурного наследия региона. Наша республика является самым читающим регионом Российской Федерации. Мы не раз получали именно признание российского сообщества, и поэтому мы должны держать планку. Книга – это сосуд, который нас наполняет, но сам не пустеет. В программе съезда запланированы мероприятия по формированию библиотечных фондов, которые должны будут учитывать сохранение и популяризацию родных языков. Организаторы форума подчеркивают, что сейчас библиотека – это не просто изба-читальня, а самое настоящее общественное пространство для поиска единомышленников и обмена мнениями. Общество задает свои тенденции библиотеки, и сегодня общество потребляет больше такой цифровой контент, и мы, конечно же, принимая во внимание этот опыт, эти требования, стараемся тоже языковые проекты, книжные проекты, новые издательские проекты тоже под этот формат перевести. В ходе дискуссии особое внимание уделено тревожной тенденции. Современное поколение читает заметно меньше, чем предыдущие. Из основных причин эксперты выделяют дефицит времени, поскольку ускоренный ритм жизни и многозадачность оставляют мало ресурсов для вдумчивого чтения, а также цифровизацию досуга, так как смартфоны и соцсети вытесняют книги как основной источник информации и развлечений. Не забудем и про языковой фактор. Для многих семей на селе и в городах родной язык все чаще становится пассивным. Дети понимают, но не говорят и не читают на нем. Это сокращает аудиторию национальной литературы. Много современных авторов, которые пишут, будем говорить, любовную лирику. Прочтение этих произведений, как на якутском и на русском, они должны быть востребованы. Мы должны знать своих писателей. Главная задача съезда – не заставить читать, а показать. Книга дает то, чего не даст ни один ролик – глубину переживания, свободу воображения, навык мыслить. И миссия такого мероприятия – вернуть чтению статус ценности, а не обязаловки. Надежда Саханская, Джулустан Накентьев, Якутск. Стоматологическое отделение детской поликлиники Нерингри ведет постоянную работу по расширению оказываемых услуг и повышению их качества, чтобы юные жители города смогли максимально безболезненно получать необходимое лечение. Подробности у наших коллег. Сделать прием самых юных нерингринцев и максимально комфортно провести лечение – основная задача всех сотрудников стоматологического отделения детской поликлиники города Нерингри. Занимаемся в основном профилактикой кариеса и его лечением. Это основная задача, так как у нас кариес – это самое распространенное заболевание в мире, мы пытаемся его победить. То есть на первичном приеме, когда ребенок приходит, разговаривают с родителями, общаются, обучают гигиене, рассказывают про правильность питания, про сбалансированное питание и важность этого. И обучают ребенка гигиене полости рта, также выявляют кариес его осложнений и занимаются лечением. Стоматологическое отделение поликлиники оснащено самым современным оборудованием, позволяющим оказывать врачебную помощь в лечении любой сложности. Также нет дефицита в медицинских кадрах, штат укомплектован полностью. В чем особенность работы детского стоматолога? Маленькие пациенты тяжело настроить на лечение. Все дети боятся людей в белых халатах. Они ассоциируются с болью. Особенный страх вызывает у них кабинет стоматолога. Основная задача стоматолога – это настроить ребенку, создать комфортные условия для лечения зубов, найти контакт с ребенком. Проводимая в стоматологическом отделении детской поликлиники работа приносит свои результаты. И юные нерингринцы получают всю необходимую помощь и лечение в полном комфорте. Работают профессионально, профессионалы работают, все безболезненно, все хорошо. Как говорится, все хорошо работают. Стало все посимпатичнее, покрасивее, все в белом цвете, намного красивее все стало.
Работа по улучшению качества оказываемых медицинских услуг для самых юных жителей Нерюнгри будет обязательно продолжена. В планах закупка нового оборудования и современных расходных материалов. Иван Лазаренко, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Старинный обряд встречи почетного гостя презентовали на полях зимней этнографической школы в Якутске. О пищевых обрядах народов Севера узнаем в следующем материале. Гости зимней этнографической школы – историки, медики и эксперты по питанию из разных регионов России. Шеф-повар, известный приготовлением национальных блюд Николай Атласов, комментируя все нюансы, продемонстрировал, как правильно разделывать и строгать свежезамороженную рыбу. После поделился секретами выявления идеальной строганины. Если пурга, то они не пойдут за сетями. От климатических условий. И рыба может умереть в сети. Или техника сломается. Поэтому, когда рыба в сети умирает, то глаз у него упадает. Поэтому мы смотрим глаза. Да, нет, есть глаза, нет глаза. Четкие, яркие зрачки. Жирность рыбы проверяем хвостом. Хвост, если толстенький, то это рыба жирная. Гости, присутствующие здесь, смогли насладиться северным чаем. Я впервые тоже о нем слышу. Этот чай, он как бы сварен на оленьем жире с мукой на сковородке, затем добавляет оленье молоко и ягель. И как мне удалось поговорить с людьми, которые попробовали этот чай, они говорят, что они будто вдохнули голос тундры. Интересный, мне понравился вкус, он отдает такой тундрой. Натурально, да, пьешь, ощущаешь, как будто ты сидишь там где-то в тундре зимой, и как будто там, даже как будто слышно дыхание оленей. Да, это очень интересный опыт, и это прямо живой чай, это наш чай. Это надо его распространять, оказывается. Один вообще реконструированный обряд. Это чонкохсор, то есть обряд, который связан с локальными группами якутов, Вячеслава Вилюйских якутов. Угощали костным мозгом из оленя. И в это время, если это было в кругу семьи, женщины в ритме танца хэджи тихонечко напевали, на тарелке раздавали этот костный мозг как символ семейного благополучия, удачи. На мероприятии присутствовали гости из Казахстана, которые отметили схожесть наших культур. Многие традиции, которые сегодня, именно пищевые традиции, этнотрадиции, они совпадают. Даже наши языки чем-то совпадают. Мы из тюрки, и тоже идет совпадение. И многие эти продукты, которые мы знаем, что это продукты, которые предназначены для здоровья, для долголетия и для многих таких функций, я как врач скажу, как репродуктивная функция, укрепление силы, мышечной силы. Я увидела, что эти традиции, они у вас так хорошо почитаются. Эксперты научной части мероприятия выступили с докладами на темы «Арктическая диетология», разработка специализированных продуктов лечебного питания на основе северного сырья. Главная задача – осмысление традиций питания народов Севера и передача практик здорового питания молодому поколению. Марфелина Алексеева, Иван Сорокоумов, Якутск. В Якутске в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» состоялась пресс-конференция, посвященная экстремальному туризму. Обсуждение прошло на тему событий, которые пройдут в 2026 году на полюсе холода в Аймиконе. Так анонсировали проведение зимнего экстремального фестиваля «Марафона» «Полюс холода Аймиконы», фестиваля альпинизма и путешествия на полюс холода. А также рассказали о новом проекте «Туры для защитников Отечества», который обеспечит активный отдых и поспособствует реабилитации участников специальной военной операции. Мы получили грант главы Республики Саха-Якутия, пригласили сегодня своих партнеров и будем анонсировать тоже этот тур. Это апробация туров для реабилитации экстримом ветеранов СВО. Зимнее и в летнее время мы проведем 2 таких тура и по итогам проведем пресс-конференцию. И если получится, то мы будем выступать с законодательной инициативой, чтобы программу реабилитации ветеранов специальной военной операции вошло оплата путевок на такие туры. В социально-культурном проекте «Алданское активное долголетие» появилось новое направление – швейная лаборатория. Теперь люди элегантного возраста, как их с любовью называют в Алдане, смогут проявить свои дизайнерские и швейные способности. На днях швейную лабораторию посетил глава республики Айсан Николаев и наши корреспонденты.
Социально-культурный проект «Алданское активное долголетие» работает более 2 лет. За это время люди элегантного возраста, как их здесь называют, нашли занятия по интересам и с удовольствием этим занимаются. Мы и плаваем, ходим, и на скандинавскую ходьбу. А здесь мы еще в свободное время будем заниматься йогой. К уже существующим направлениям добавилась новая швейная лаборатория, которую посетил глава республики Айсен Николаев. Уверен, что вот эта программа, которая в Алданском районе есть, она будет развиваться. Здесь очень серьезно вкладывается и сам район в эту программу. И мы будем делать все, чтобы и в Алдане, и в целом в республике у нас люди жили не только долго, да, но они вот чтобы сохраняли многие-многие годы свое здоровье, свою активность. И это на самом деле вот один из признаков такого развитого, хорошего гражданского общества. Сейчас основная продукция, которая выходит из-под швейных машинок, это балаклавы. Активно идет освоение кройки и шитья, обмундирования для участников специальной военной операции. И все остальное теперь зависит от нас, как мы тут будем жить в этом уголке. Так что рады, очень рады. А шьете что? Балаклавы. Все для фронта, все для победы. В будущем организаторы и кураторы проекта планируют, что швейная лаборатория сможет выпускать дизайнерские вещи и украшения. Впоследствии мы хотим заниматься здесь развитием брендинга территории, когда наши пожилые будут здесь изготавливать такие интересные вещи и изделия, которые будут связаны с нашими историко-культурными ценностями, с нашим историко-культурным значением и особенностью. Главной целью алданского активного долголетия является объединение пожилых людей, чтобы они чувствовали себя нужными и счастливыми. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. 1 декабря у якутян было целых 2 повода для праздников. Во-первых, это триумфальное завершение фестиваля «Зима начинается с Якутии» с зажжения новогодних елок. Во-вторых, Всероссийский день хоккея – вида спорта, который очень любят по всей стране, но который пока не очень развит у нас в регионе. Мы объединили первое со вторым, получился Кубок главы Якутска по хоккею, закрывший 2-недельный фестиваль. О последнем матче турнира и его неожиданном повороте расскажет Эржена Гармаева. Тянем мышцы, поправляем шлем. Это последние приготовления команды «Норд» перед выходом на лед. Арену или Ботуру игроки считают домашней и знают как свои 5 пальцев. Поэтому столичные хоккеисты перед матчем стоически спокойны. Мы учли все особенности команды противника, поэтому покажем сегодня достойную игру и выиграем, конечно. На другой стороне арены за разминкой наблюдает тренер команды «Манчары», представители Мегино-Кангаласского района. Правда, с нашей съемочной бригадой разговаривать перед игрой здесь не стали. Все-таки спортсмены народ суеверный. Но настрой точно боевой. Судья делает вброс, и матч официально стартовал. Шайбу сразу вырывает «Норд», и такая стремительность позволила заколотить первый гол. Но манчары себя ждать не заставили и ответили противникам тем же. Борьба шла так отчаянно и напряженно, что чувства возобладали. Не обошлось без потасовки. Хоккей без драки – не хоккей. Первый период «Норд» оканчивает триумфально, счетом 3-1 в свою пользу. Но Мегино-Кангаласские хоккеисты не отчаиваются и даже шутят в перерыве. Сейчас вот соберемся, найдем, поймаем свою игру и, думаю, продолжим играть на том же уровне. Самый ценный игрок кто за первый тайм? Ну, я, конечно. И не обманули. Открывает второй тайм Яков Сандаков, номер 87. Ну, пока еще даже не сравняли, поэтому надо еще. Одного гола мало. Момент, в принципе, есть. Надо еще. Команда из Якутска свое отдавать не собирается. Завершается второй тайм небольшим, но все же преимуществом «Норда». Так и наступают последние, самые волнительные 20 минут игры. Переживают все, но весь ажиотаж, конечно, на трибунах. Пока тютерка в тютерку идут, правильно? Да. Переживаешь? Да. И нельзя найти тому рациональной причины. Может, поддержка болельщиков, может, горечь возможного поражения. Но в третий решающий тайм манчары забивают 6 шайб. Больше, чем за всю игру.
вырывают победу из рук Норда. Эмоции бомбические, можно сказать, да. Выиграли команду Норд. Они тоже хорошая, лучшая команда города Якутска. Спасибо нашим болельщикам. Весь в эмоциях. Спасибо. Такой удар судьбы Норд несет с достоинством, ведь проиграть сильному и достойному сопернику не стыдно. Ошибки игроков повлияли, получается, наверное, больше эмоций подошли. Это все-таки финальная игра, и эмоции берут иногда вверх. Команды боролись, не жалея себя, но из-за круговой системы подсчета обладателем Кубка Мэра стали Полярные Волки. За весь турнир команда не понесла ни одного проигрыша. Все силы отдали на этом турнире заслуженно. Вот ребята, наши воспитанники 2010 года бились, старались и, считаю, вообще заслуженно заняли первое место. Кубок победителям вручил олимпийский чемпион, легендарный голкипер Владимир Мышкин. Он прибыл в Якутию специально на этот турнир. Правда, Владимир Семенович о нашем хоккее говорит прямо, без обиняков. Якутских хоккеистов, конечно, приближается почти к оптимальному, мягко сказано. Давайте будем честны и откровенны. Надо все-таки больше и лучше заниматься хоккеем. Но самое главное, что вот начинаются такие турниры. Сегодня первый турнир на Кубок Мэра. Я думаю, что продолжается будет эта традиция, и будут и вырастать новые хоккеисты. Мы не расстраиваемся. Это значит, что якутскому хоккею есть куда расти. Уже решено, что Кубок Мэра будет проводиться ежегодно, как часть фестиваля «Зима начинается с Якутии». И кто знает, может, после просмотра такого матча клюшку в руки возьмет наш будущий Овечкин. Ржана Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. Более 200 детей, участников специальной военной операции, в преддверии Нового года получат подарки от благотворителей. В Ленском районе состоялась ежегодная елка добра. Подробности далее. Дедушка Мороз, пора зажигать нашу елку. Наша елка добра – это не просто украшенное дерево, а символ надежды, тепла и бескорыстной помощи. Участие в акции приняли глава района и города, их заместители, депутаты, руководители бюджетных и государственных учреждений, предприятий и организаций. Отрадно вас ежегодно видите. Сегодня тоже, несмотря на такие сложные и тяжелые морозы, хорошо, что мы и вы все пришли, подарить частичку добра ребятам, которые в этом нуждаются. Отдельно хочу вас за это поблагодарить. Многие из присутствующих сегодня в зале в «Елке добра» участвуют ежегодно. Так Жанна Беликова, сотрудник аэропорта, отметила, что проведение благотворительной акции стало доброй традицией для их предприятия. Даже нужны детям, которые верят в чудо и ждут подарков, но они нужны и нам, взрослым, чтобы мы стали такой маленькой частичкой. Я сегодня хотела сказать, что сегодня не здесь были ни главы поселений, ни депутаты, ни руководители предприятия. Сегодня мы все были помощниками Деда Мороза, чтобы каждый ребенок мог получить подарок, почувствовать вот эту сказочную частичку чуда и исполнилось, чтобы его мечты. А мы такие маленькие исполнители мечт. За письмами благотворители поднимались на сцену, снимали их с елки. В каждом была написана фамилия и имя ребенка, в некоторых даже несколько. Это я первый раз у меня на такое мероприятие. И, конечно, это очень нужно. Очень нужно это нашим детям. У нас ситуация в стране, сами знаете, тяжелая. Но все равно Новый год никто не отменял. И, конечно, с удовольствием порадую, которые по лотерее попали, их детишкам подарки. Для собравшихся в этот день в актовом зале администрации районное управление культуры организовало праздничную программу с участием якутского Деда Мороза и Снегурочки, а также их помощников Зайцев, которые на больших подносах выносили письма. Их было написано более 200. Несмотря на то, что не все участники акции смогли прийти на елку добра, каждый ребенок из семьи военнослужащего обязательно получит свой подарок, пообещали организаторы. Елка добра в Ленском районе проводится в 4-й раз. Она охватывает весь район. Акция наполняет праздник настоящим смыслом, помогает дарить радость и веру в чудо тем, кто сегодня особенно нуждается в поддержке. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.